Заявления правительства разрушаются аргументами одно за другим. Еще не прошло недели, когда во время отчета перед депутатами премьер-министр рапортовал о том, что положение дел в экономике сегодня едва ли не идеальное. Мол, пока соседи с трудом справляются с кризисом, у нас дела идут только в гору. Вот только данные международных исследований значительно разнятся с нашими внутренними показателями. По данным издания Global Finance, Кыргызстан попал в список 50 беднейших стран. В общем рейтинге благосостояния наша страна находится на 142-й позиции. Однако Тимир Сариев уверен в обратном. Во многих странах, в том числе в ЕАЭС, наблюдается спад экономической активности. На этом фоне в 2015 году темп прироста экономики в Кыргызстане был самым высоким среди стран ЕАЭС. Среди них наибольшее сокращение прямых иностранных инвестиций было отмечено в России и Казахстане на 92% и 66% соответственно. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана в сравнении с 2014 годом увеличился на 12,6% или составил 818,8 миллиона долларов. Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 128 миллиардов сомов, что на 3,6% больше, чем в 2014 году. Насколько правительство справилось с выполнением бюджета, станет понятно только в конце года. А вот остальные вопросы сейчас находятся под пристальным контролем депутатов. Недавний скандал с передачей горы Унгар-То Узбекистану стал поводом для создания депутатской комиссии. Правительство утверждает, что протокол, который появился в сети, поддельный. А вот депутаты Кенеша города Кербен уверены, что чиновники просто пытаются отменить свой предыдущий документ. Кто прав в этом споре, теперь будет выяснять прокуратура и законодатели. Сегодня отправляются все запросные листы по правительству посмотреть, есть в оригинале протокол этого собрания, который сделал столько шума. Есть ли постановление по этому поводу, по радиорелейной сети, все сделаем вот эти запросы. Потом, если нужно будет, конечно, будет выезд в Аксайский район или будем вызывать на комиссию сюда председателя местного Кенеша, который говорил об этом документе, о существовании этого документа. И уже дальше будет видно, да, по работе рабочей комиссии. Я думаю, в конце мы должны полностью все это выявить, установить подлинность, если есть этих документов, запросить и уже рассмотреть на фракции. Не меньший повод для отставки правительства Сариева, как считают законодатели, это коррупционный скандал вокруг строительства автодороги Балыкчи-Корумду. Речь идет о нарушениях в ходе тендера. Депутаты уже выявили все факты и в ближайшее время представят их на рассмотрение палаты. При проведении тендера был нарушен закон. Во-первых, учредители китайской компании, победившей в тендере, студенты. Во-вторых, эта компания зарегистрировалась через 10 дней после тендера. Кроме того, у них лицензия 3-й категории. Она дает право только на ямочный ремонт. Завтра или послезавтра мы вынесем этот вопрос на пленарное заседание. Не исключено, что все эти проколы команды Тимира Сариева станут поводом для отставки. Все нарушения в работе правительства законодатели намерены припомнить Тимиру Сариеву 3 мая во время отчета. Однако в Белом доме говорят, что ждать позорной отставки премьер не намерен. В кулуарах поговаривают, что уже на этой неделе правительство может объявить об уходе. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС.